И все. Играем. Старлинг. Да, я здесь, брат, говори. Старлинг, Какой же ты спасибо красавчик тебе сегодня. огромное спасибо, что поддержал тот момент, когда Машаллах. я зачитывал этот аят от шайтана. Тебе спасибо, брат, что пришел, зачитал. Приходи всегда, мы тебе рады. Спасибо, спасибо. А вот хочу сказать мусульманам, ну что, лица открытые, ребята. Вы уже всех практически знаете в лицо. Что вам это дает? Мне вот это интересно. Вот вы так долго искали фотографии. Абсолютно ничего не даст. Вот четвером сколько там напал на него? Да, я видел, да, посмотрю. это все переслала. Я посмотрю. Посмотрю. Вот сколько напало на Вендетту? Ни одного синяка у пацана на лице. Зато Они убежали ничего без не тапочек. умеют. Да, шлепки ему оставили, убежали. Да, и это как называется? Руки в ноги, ноги в руки, брат, и их задница убежала, как в том хадисе. Это не они бегали. Это задница убегала все-таки. Да, Там тапочки не нужны. Клянусь Аллахом, это мой зад убегал. Ноги в руки и пошел, да? Да, в этом случае тапочки не нужны, брат, так как уже ноги в руках. Ну да. Зачем тапочки? Зачем тогда тапочки носить? Тащить с собой еще куда-то. Ребят, лайкайте, покупайте командные сердца. Это копейка стоит, 1 копейка ровно. Дутро, мек, давай, Вава, помогай. Все, до свидания, всем привет, салам. Да, он как раз как бы обещал зайти, поэтому поднялся. Спасибо. До свидания, я брат. быстро заскочил, я уставший, если честно. Шалду Масер. Давай, мобиловала. Машал, ты эфир сразу после того, как гасанули Вендетту включил, как я понял, да? Да, скорее. У него шел, когда я включил. На 3 дня муджахиды Аллаха, пожалуйста, таутские суды, нытье муджахиду, и на 3 дня гасанули опять. Тумсому возим, Гусму, Ибрам. Видно, Шалом, Леон, да, сколько зим, сколько лет. Шалом, брат. Самое Мудина, как это? Аркай аккаунт, Маду, Швабра Аллаха. У вас есть, я задаю последний вопрос, я уже устал. Да, у вас есть фотки, видео этих людей есть? Это, Леон, все есть, все есть. Фамилии, данные, адреса. Все, они никуда больше не идут, они приехали. Все. А мне За можно свои скинуть? поступки надо отвечать. Конечно. Я просто следствие сейчас идет, за хвост они взяли, они никуда не издок, никуда не ходок. Уже полностью за шары, микроскопические шары, все уже там. Я просто шлепка тебе есть у тебя? Шлепка осталась у тебя? Фотку скинь мне по-братски, Делда. Я его буду на эфир ставить. Они тебе что, тапочки оставили, не понял? Да, когда убегали. Да, он побоялся там, к где тебе, Аллах типа, говорит в 47 суре, в 7 аяте, помогите Аллаху, и Аллах непременно поможет вам укрепить ваши стопы. То есть, короче, сам понимаешь, как стопы укрепляются. От постоянной беготни. От одной спецоперации всю жизнь бег. Подожди, они в тапочках пришли, я не понял. Да, без шлепка одного шлепка. Один в тапочках в пешке прибежал помочь муджахиду. Я уверен, знаешь, Леон, сейчас он тому жалуется, купи мне шлепки обратно, из-за тебя я шлепки оставил, знаешь, короче. Леон, самый прикол, знаешь в чем? Я, короче, полиция меня заставила сесть в скорую, чтобы мне этот глаз, пару ниток сделать, зашить вот это, там 2-3 раза. Да, короче, я говорю, это дома заживет, я говорю, я лейкопластырь, я оставил, ни хрена, короче, садистского, короче, они меня принудили сесть, и они меня везут туда. И там после аварии людей привезли, там у них спешка. Я говорю, я никуда не спешу, я в коридоре сижу.
Представляешь? Короче, раз на каталке, блядь, заезжает муджахид полуметровый бороду. Я говорю, откуда на чеченском? Так, извиняюсь за то, что я говорю. Ты что, говорю, тебе не стыдно перед этими кафирами? Мудак, блядь. Охуя, босс, ты пагал, блядь. А вообще ты гей. Паники. Сочи, чувак, газда, блядь. Он, знаешь, что сказал? Что его трое избили. Представляешь, полиция жаловался, пидор. Сам Так же, побежал. как пророк. Тем же самым Мухаммад занимался. Ночью нападал, когда кафиры потом начинали его за одно место дергать. Мухаммад жаловался кафирам, что его притесняют, насилуют. Тем же самым занимался Муха. Да. Как дёру, прикинь картину. Ты Сами меня заставил пришли, понервничать. да, шлепок оставили, Леон, шлепок, я фотку хочу Ты по-любому. меня заставил понервничать. Слышишь ты, кафир, блин. Леон, там, Это- когда он понял, что тапок уронил, ведь это сказал, давай, если ты мужчина, тапок подбери свой. Этот побоялся подойти. Я поэтому это сейчас всем рассказываю. Да, повою это. Да выключи Ладно, камеру больше уже. Хватит, всё. оставь, он так ставит, почему? Ирчам ватса очень. Да, Микрофон лати. И я отхала тушта. Вложивший фугас патрон Аллаха приветствует вас, кафиры, наджасы, яхуды, многобожники, христиане, безбожники, короче, атеисты, кришнаиты, баптисты, короче. Тибетские монархи. Бактисты, каратисты, да? Что вы же хотели, чтобы я вашего Аллаха нагибал, короче, с открытым забрал. Вот вы хотели. Я просто тогда безбородый был, я вас жалел, я чуть бородку отрастил, чтобы вы не грешили. У вас же слюнки текут, когда видите. Да, безбородых, когда. У вас же слюнки текут от безборода. Я, короче, стеснялся у вас. И хоть Аллах из багажника вытащи, брат, не надо его что я багажник. следующая. Что я типа Не, в была багажнике у меня фанаткой. мама Аллаха. Ее Аллах зовут. Мама Аллаха. Она наложница. Да, наложница моя. Спасибо за подарки, ребят. Благодарю за подарки всех кафиров, муджахидов, кришнаитов. Да, братья, вот на Вендетта, кто не подписан на Вендетта, вот на него, на всех подписывайтесь, народ, лайк. Не, Арсет, а запасной канал, да, друг, что просто, пожалуйста, вы сейчас... Смотри, ваш аккаунт, если блокнет, сюда эфир откроешь, ну, люди же и там... Да, давай я тоже на вас тоже подпишусь всех кафиров. Ну, напела, да. Ибрахим, он подписан, он модер, ILS, точно. Как, кнопку шкучва. Короче, через компьютер, я через компьютер же. Цунде, да. Мать, Лео Вернах, ассаляму алейкум, раматуллах, мать. Как ты там? Это моя 9-летняя горе. Как там? Ты не рассказывай, секрет же, секрет. Астафируллах, аузбилля. Аллах воскрес. Где-то, слушай, как тебя хвалят твою внешность сегодня. Я воспитана в такой культуре, что нам нельзя прямых комплиментов делать мужчине, как вот он. Я стесняюсь, если честно. Да, поэтому, чтобы тебя не стеснять, давай я прочитаю, как посланника Аллаха описывали его сподвижники. Хочешь? О, видишь, это другое дело. Когда я спросила у ИИП, чтобы мне показали все хадисы, как выглядел пророк, какой он был красивый, а потом почитала все хадисы и сказала, а можно теперь сравнить это с каким-то голливудским актером, на кого он был похож? Вот я вам сейчас прочитаю хадисы, а вы мне скажете, на какого голливудского актера он был похож. Смотрите. Давай. Так, Тирмизи говорит, арабский текст, смысл арабского текста. Когда Али описывал посланника Аллаха, он говорил, что он был не слишком высоким, не слишком низким, был средним, чуть выше сверстников.
Волосы его были туго завитыми и не прямыми, не были туго завитыми и не прямыми, слегка волнистыми. Лицо не было широким и не вытянутым, было округлым. Кожа белая, с розовым оттенком. Подожди. Как он может быть белый? 60 градусов, жара. Какой белый кожи? Он что, под землей жил? Это неправда. Это неправда. Дальше. Это неправда. Теперь описываю, да. Я вам скажу, большие. почему это. Потому что у них белая кожа. Белокожие это был эталон красоты просто. И да, все. да. Глаза большие, черные, с длинными ресницами. Кости суставов как гурия, да. Черноокая гурия. Кости суставов были крупные, плечи широкие. Между лопатками печать пророчества. Вот так, да? Он был он был самым щедрым сердцем, правдивым в словах, мягким натурой и благородным Подожди, я хадис приведу насчет щедрости минуту. Абу Хурейра, личный камненосец, который всю жизнь носил нашему пророку камню, когда сказал 4 раза, подошел: «О посланник Аллаха, поистине я очень бедный и нуждаюсь в жене. Я бы хотел, у меня нет возможности». Что сказал пророк ему? Иди, короче, отсеки свои органы, заколебал уже, короче. Тут ходишь, вот ноешь. Все, да. Да, это сахих хадис. Щедрость это нашего самым пророка. Щедрым сердцем, да, правдивым в словах. Еще есть хадис на правдивых словах? Могу привести аят, в котором он, не то что хадис, аят, в котором он нарушил данную клятву Аллахом 3 раза перед Каабой, перед людьми. 33-37. Да. Зайд ибн Хариса, когда он его усыновлял перед Каабой, перед людьми, он поклялся 3 раза Аллахом, что с этого дня он его сын. Эту же клятву он нарушил 33-й сурой, 37-м аятом, в котором прямо говорится: с этого дня, вот этого аята, запрет на усыновление и удочерение детей в исламе. Да, он кинул своего сына, отнял у него жену, двоюродную сестру, тоже, которую Мухаммед насильственно, можно сказать, принудительно отдал за него, 33-36, прочитайте, в котором говорит: Зайнаб сказала: я не хочу за бывшего лоха, то есть вольно отпущенного раба, выходить замуж. Мухаммед вытащил из кармана 33-36 аят, в котором он сказал: это за у тебя там на небеса уже Аллах решил. Все, закрыло хлеборезку, короче. Да, Мухаммад за нее выдал, за Зайд ибн Харис, эту свою двоюродную сестру, когда мать вот этой Зайнаб хотела, чтобы Мухаммад взял ее. Представляете? Знаешь, там прямо так и пишется. Картину хочешь? Картину одну. Смотри, видел, мозаику собирают. Вот смотри, внимательно слушай. У шиитов, если у суннитов собрать эти 2 хадиса, как мозаику, смотри, как получается. У Айши было 2 сына. На тот момент, когда она уходила, у него как минимум 1 сын был, и этот был Зайд. Этот приемный сын Мухаммада был родной сын Аиши, по шиитским версиям. Получается, внимательно, он, получается, когда женился на Аишу, усыновил ее сына, потом выдал за нее свою тетку, двоюродную сестру, за сына своей жены Аиши, потом забрал у нее обратно, у своего сына, жены забрал свою двоюродную сестру и сам залез на это 2 аята подтверждают. Не хадисы, а 2 аята это подтверждают. Ну, картина 100%. в том, что, прикинь, это получается был сын Аиши. По шиитским историям, если взять. Прикинь картину. По хадисам Сахих Буари Муслима его подарила, ему этого Зайда ибн Хариса подарила Хадиджа. То есть этот Альфонс, когда замуж вышел за Хадидж, это там ходил, ныл, скажите, что я пророк. А эта богатая женщина была, стеснялась этих выходок. Это, чтобы его пасть заткнуть, подарила ему 2 рабов и сказала: скажите, что вы мусульмане. Я серьезно. Зайд ибн Хариса, еще один какой-то чуваш, вот эти 2 чувака, Хадиджа, жена пророка, по сути, муж пророка, потому что он замуж вышел за ним. Вот она ему подарила 2 мусульман.
Первые два мусульмане, которые приняли ислам, эти два раба, которых Хадиджа подарила своему Да. вот И один из них черный Альфонсу. был. Черный был еще один Билал, знаешь, которого он заставил на крышу подняться, азан читать, прикинь, когда его те гнали, короче, херню читаешь. Короче, спектакль, шайк-спектакль. Ну, из-за этого людей убивают, представляете? А теперь продолжи еще. Вот я сейчас прочитаю кусочек, а ты продолжи, да? Тебе будет легко. Давай. Извини, мать, мой верно, мы тебя перебили. Да. Когда, ничего страшного, когда посланник Аллаха шел, он шагал уверенно, с энергией, слегка наклоняясь вперед, будто спускается с возвышенности. Когда он поворачивался к кому-либо, то поворачивался всем телом. Секунду, аминь, я тебе Сейчас, секунду, извиняюсь. Амин, я сейчас одного брата подниму, хорошо? Да, проблема. Все. Так, когда он поворачивался к кому-либо, то поворачивался всем телом. Аиша сказала, когда он говорил, казалось, свет исходит из-под его зубов. Продолжи предложение. Кроме тех двух, которых у него выбили. Там, Абу Суфьян. Ва алейкум ассалам, мархаба, хабиби. О, Ахмед. Привет. Мы тебя все ждем. Привет, брат, привет. Мы тебя ждали все, брат. Как ты, Ахи? Мы Айшу обсуждаем тут, которая Мухаммада отравила. А что это, сука, обсуждать? Ну, она же отравила Мухаммада, вот эту тему тут обсуждаем. Что она вот отравила? Это, сейчас я покажу, давай я тебе дам номер хадиса, а ты покажи. Давай на главный экран, давай, меня убери отсюда. Так, на главный экран поставь. Я сейчас вот так сделаю, брат. Вот, брат, я тут сижу, Тумсо Абдурахманов, иншаллах. Короче, Ахмад, дай номер, говоришь, я сейчас на экран выведу любой. Ты мне говоришь, хорошо, давай. Ахи? Смотри, давай я сейчас под секунду. Ага, да. Чтобы люди смотрели, если есть суннит. Вот, у меня вот такой хадис, да? Сейчас надо, сейчас увеличу. Вот, сейчас увеличу. Вот. Надо вот это, смотри. Мы заставили Мухаммед... Сейчас, брат, ты так, если секунду подождешь, я сейчас через телефон переведу. Сейчас, подожди секунду, открою GPT. Сейчас камера, сейчас секунду. Вот. Сейчас. Все, перевод. Читай, брат. Вот, смотри. لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Вот мы заставили Расул Аллах, пророк Мухаммед, бить это лекарство. Но наш Мухаммед сказал, чтобы он него ничего не заставит бить. Смотри, брат, я прочитаю сейчас на русском, вот. А ты скажешь, правильно или нет, давай. Вот. Посланник Аллаха вошел к нам, когда он был болен, и жестко указал мне не лечить его посредством ладуда, влияние лекарства в рот сбоку. И сказала, это поэтому, что больной не любит лекарства. Когда он пришел в себя, он сказал, пусть каждому из вас делают такое же влияние лекарства, кроме Аль-Аббаса, поскольку он не присутствовал при этом. Достоверный сахих. Машаллах, охренеть просто, да ну нафиг. Они ему оторвали, и никто не согласен с него быть. Да, говори. Когда я рассказывал, у меня хадиса, конечно, не было, я всегда говорил, что ваша мать Айша траванула нашего пророка. Я всегда... Она не моя мать. Что ты говоришь, ваша мать? Суннитам, ахи, суннитам. Мы же суннитам спорим, ахи. Да, я говорю вас. Суннитам, я говорил, что ваша мать Айша траванула нашего пророка. А суннит, вас, арвайни гувар, это наш брат, он не суннит.
он тоже с нами. Я ему объяснял, когда я спорил с ними, я всегда делал ударение на то, что ваша мать Айша траванула нашего пророка. Я им всегда говорил, просто у меня хадисов, конечно, не было, но я всегда был уверен, что наша мать Айша траванула нашего пророка, чтобы передать власть своему отцу Абу Бакр Сидику. Да. Сейчас, секунду. И еще, чтобы наказать его за свою поруганную честь девичью. Прикинь, короче, они его травили, Айша его травила, получается, охренеть, короче. Достоверный хадис. Оценка хадиса сахих достоверный. По чуть-чуть, как сегодня Кадырку траванули по чуть-чуть, он на концерте Кобзоне уже 80%. Да. Он даже не знает, где он находится, зачем пришел, просто с бумажки что-то читает, короче. Считай, вот тоже это такая. Сейчас, фотку сделаю, брат, сейчас. Вот, сейчас, секунду. Вот так. Все, сейчас. Перевод. Сейчас зачитаю. Так, Абу Ханифа сказал, во всем этом на него не налагается установленное наказание хад. Также не налагается хад на того, кто женился на женщине, которая является для него запретной. На своей матери, дочери, сестре, бабушке, тете по отцу, тете по матери, дочери брата или дочери сестры. При этом, что он знает ее родстве с ним и знает, что брак с ней для него запрещен, и вступил с ней в половую связь. Ребенок приписывается ему, и он обязан выплатить ей махр. Аль-Мулаха, том 1, страница 253 источник. Достоверный. Вот, это второй хадис. Охренеть, просто я в шоке, брат. Давай еще хадис. Давай, брат, давай. Просто мат любви сказала, ты должен нам показать. Вот я показал 2 хадиса, а сейчас 3. Я же говорил, Ахмад, я же говорил, Ахмад всегда, мой брат, Ахмад всегда правду. Тома. Прикинь, Буто, представляешь картину? На сестре, на дочери, на бабушке, на тете, на сестре дочери, на дочери брата, на дочери сестры. Ты представляешь, если Аллах не прислал бы аят, они не знали, на ком можно, на ком нельзя. Смотри, ты не понял. Смотри, если они с ними женятся, ему наказания нету. Он и просто должен выплатить махар и может им дальше жить, брат. Прикинь, это запрета нету, получается. Сура 25 аят. 4 сура 25 аят дозволяет даже из мусульманки сестры сделать наложницу. Суннитское толкование, да, делает полностью. Есть, вот это и есть картина, самый прикол. Прикинь, охренеть, ребенок приписывается ему, если тебе сестра или дочь твоя рожает ребенка, тебе приписывают ребенка, и ты обязан выплатить ей махар. Аль-Мухалла, том 1, страница 250, это достоверный источник. От Абу Ханифа передается. Вот давай вот проводи это тоже. Сейчас. А из-за того, что шииты называют нашу мать Айшу проституткой, слушай. Теперь головку вам делать собирается кто-то? Влад Вендетта, слушай. Умар ибн Аль-Хаттаб лечился водой мужчин, спермой. Проглатывая ее, разве это человек из обитателей рая? Вот смотри, это сейчас говорит. Смотри. Это было круто, конечно, брат, но это... Его не ожидал я.
Да ну Ахмед, нафиг. это достоверный источник? Это Все что, суннитские достоверно, да. хадисы, что ли? Суннитская, да. Страница Сунна. Привет всем. О, это ужас какой-то. Я в шоке просто. Я Привет, просто в брат, шоке. привет. А кто автор? Просто представляете? Брат, ты лучший, брат, ты лучший, Как брат. это рассказать? Вообще, Ахмед, ты представляешь, если это рассказать чеченскому обществу, мечети, этого муллу пинками под зад выгонят. Я тебе серьезно говорю. Вот давай я тебе что-то скажу. Смотрю, Для нас, она Миши, чистая. да? Я не говорю, Марианна, не чистая здесь. طبعا دول يعني طلعوا من الدين بسبب ان هم دا يشوفون هاي الخرافات الموجوده عند اهل السنه يعني. فلذلك انا جاي احكي وياهم. اسمه اصلي شيء اسلام. مي شيعيت وديتي شتو اني بريدت. ايتا для нас تشوني значит. مي ني لوبم ني ابو بكر ني عمر ني عثمان ني عائشه ني حفصه مي هني видим, понимаешь? Да, брат, понимаю. Конечно, Вот. если И мать они... убила нашего Ахмед, пророка. один вопрос можно, Ахмед? Смотри, из-за того, что вы называете мать правоверную Айшу проституткой, вам угрозы поступают от муджахидов, что вам секир головку сделают, что вас достанут? размобает, ну, бомбу сделают в нас. Смотри, школа наша, они разбомбили. Рынок, базар, где-то мечеть, шиит. И всегда они нас обували. Смотри, заходи в интернет, бежи в Ирак 2007 года и 2008 года. И смотри, они в 2014 года за то, что мы так разговаривали, они убили 3000 студентов 2014 года, 6 месяц. Я могу тебе показать сейчас. Представляешь, по факту, я на самом деле хадисы читал насчет Айши. По факту ее по-другому назвать нельзя. Не показывай сигарету, стой, не показывай сигарету. Ахмед, по факту вы шииты правильно называют ее, просто потому что 8 глава кормление грудью по причине голода ребенка, не знаю, для прикола написали, 1455 хадис. Пророк приходит домой и видит, что Айша сидит с неким чуваком, вообще без имени, без ничего. И Мухаммед возмущается. Айша по лицу нашего пророка поняла, что он гневается, и говорит: «О, посланник Аллаха, это мой молочный брат». Тогда посланник Аллаха сказал: удостоверяйтесь относительно вашего молочных братьев. Поистине скармливание считается, если оно утоляет голод. То есть у Айши сидят некие чуваки без имени, без фамилии, без рода. Какие-то чуваки левые. Что-то тебе покажу. Ахмед. Ахмед, осторожно с сигаретой, не показывай в экран сигарету. Да нет, ничего, это не предупреждение, мать, ничего страшного. Это просто тему. У Аллея рубанули когда-то за это стрим. Не, я читал правила. Это, мать, это знаешь, они просто это сообщение уходит внизу, чтобы якобы зрителям, это как на пачке сигарет написано, что вредите, это картина такая. Ну, я это читал. Ну, это даже не ограничение. Да, ну просто у Аллея, знаешь, он затянулся, дым выпустил, и мы взяли, вырубили стрим. А у тебя это 18 плюс, Вендетта? Ахмед, вот Ахмед, мы, смотри, брат, мы чеченцы, как бы у нас, есть я, Прометей, нас несколько, кто, да, смотри, кто против суннитов. Да, брат. Секунду. Давай я тебе что-то покажу сейчас, да? Хорошо, брат. Смотри, вот Абу Бакр, да? Что сказал? Вот, считай отсюда. Сейчас перевод сделаю. Давай. Сейчас, фотка, секунду. Так, вот, так, камера. Сейчас. Фотка есть, перевод. Сейчас. Вот отсюда. Ага. Сейчас. Перевод он сделает. Пророк, так. Он вошел туда. Я сказал: о, посланник Аллаха, ты чего ждешь? Я боялся тебя и поэтому последовал за тобой. Затем я вернулась. Далее на фото считается... Так. Отсюда. Сейчас.
Палец, вот сейчас палец убери. Ахмед, палец убери. Он застрял, как всегда. Зависла. Да, сейчас. Да. Так, чтобы пока не пришел Абу Бакр и не вошел, он сказал: о посланник Аллаха, чего ты ждешь? Вот твоя жена. Далее. Затем она сказала, передается об Айше, что она сказала, и пальцем закрыто, его выкинула. Короче, наверное, сейчас он вернется, это что-то чувствую, что слишком жестко. Да, но он что-то другое рассказывает, понимаешь, мы для этого в шоке. Да не, это сахих хадис, Леон. Я все это у меня тут GPT, я скрины делаю, и сохраненная история, это потом все буду на экран выводить. Это охренеть, прикинь, Омар сперму глотал, прикинь, что осуждал. Это нормально, они там все глотают. Человек лечился, почему обсуждать? Он лечился, это в целях лечебных. Да, это все, они там все глотают. Все, теперь он окончательно авторитет потерял для меня. Да ну нахрен, блин. Это что за дичь было, блин, я в шоке просто, охренеть. Братва, подписывайтесь, народ, кто не подписан, каждый день интересные темы бывают, все бывает, подписывайтесь. Все, прикинь, Локи, это еще написать у них. Красавчик. У них написать еще, да? Что-то мне, что-то слишком худо показывает, прикинь, полуруки не показывает, это что за прикол? А потому что ты на фоне. А, понял, он отрезает половину руки, смотри, вот сейчас уже показывает, видел? Вот сейчас. Ну свет надо, да. Вот когда руку, смотри, протягиваю, он больше показывается. Блин, я думаю, как скелет выгляжу, охренеть. Но он тебя сделал как Тумсо, правильно тебя сделал. Да, реально, он худой же, вот по него это сделал. И же я использую и программу Кикас, брат. Вот она мне это как бы сама, ну, смотри картину, вот я сейчас ее включаю, смотри. Ему можешь вот волосы поправить, смотри, вот так. Да ничего себе. Скоро Рамзан будет, да, брат? Кадыров будет? Есть, у меня все есть. Ну, просто, знаешь, у меня фотки, он слишком там, знаешь, худую фотку надо найти. Он слишком жирный и на свинью похож бывает. Мне даже противно его поставить, знаешь, серьезно. Лет на 10 назад надо идти, там будут фотки. Да, вот, Ахмед, вот, брат, поднимется. Сейчас его на большой экран поставлю. Вот, звони, потому что мне звонили. А, понял, брат. Давай покажешь сейчас, фото сделаю. Палец был там, стоял, поэтому не видно было. Давай. Подожди, а что он показывает? Я сейчас. Ахмед, ты что показываешь? Про кого говоришь? Ну, про Айшу говорит, чем она занималась. Ну, смотри, Леон, говорят. Сейчас, вот. Вот, давай считай отсюда, я Расуль. Сейчас, так, вот так, оп. Сейчас, перевод будет. Он сказал: о посланник Аллаха, чего ждешь? Твоя жена, и она потеряла сознание. Затем она сказала: я пришла в себе. Затем она сказала: Нет. Нет? Он сказал: что ты ждешь? Женщина, которая изменила тебя и позорила меня. Это Абу Бакр говорит про Айше. Говорит: я пророк, наш пророк. Чего ты ждешь от женщины, которая тебя изменила и меня позорила перед людьми? Вот. Тут назад сделай телефон, а то не видно, вот. Брат. Вот, сейчас, вот палец. Отсюда я хочу, отсюда. Вот сейчас, тогда, секунду, я оттуда вот сделаю. Сейчас, камера, вот так. Сейчас, камера. Так, вот сейчас, половину, да? Сейчас, вот отсюда. Сейчас. Перевод я сделаю, сейчас скажу все. Вот, он сказал: вот твоя жена, она пришла и сказала. Затем он сказал, он послал за Али. Али сказал: Женой там, это Али да. Здесь. Вот это я Али. хочу отсюда. Да, что вот ты думаешь об Айше? Посланника Аллаха сказали ему. Он рассказал: расскажите мне, что ты видишь об Айше. И дальше не видно, брат. Вот смотри, вот это, ханат кайф фадахатни. Сейчас переведу, убери палец. Изменила тебе, я тебе провожу,
Вот так, вот, супер. Вот сейчас. Да, до этого все правильно, а сейчас продолжения просто не было, сейчас почти. Он сел и сказал: о, Айша, поистине Аллах сделал покаяние просторным, если ты изменила. Открыл возможность покаяния. Это лишь усилило во мне подозрения, сомнения. Мы оставались в таком положении, пока не пришел Абу Бакр. Он пришел ко мне и сказал: о, посланник Аллаха, чего ты ждешь? Вот твоя жена. Я пришла в себе, сказала она, и мое состояние стало еще хуже. Затем он послал за Али и сказал: о, Али, что ты думаешь об Айше? Он ответил: Аллах и его посланник знают лучше. Пророк рассказал: скажи мне, что ты знаешь об Айше. Он сказал: она уже дальше не показывает. Обвиняет, то она уже переспала, да, брат? Вот продолжение сейчас. Не, брат, это ее отец, говорит наш пророк. Ее Там отец. написано опозорила. Послушай, там написано опозорила. Ассаламу алейкум, кафери. Там написано опозорила меня и предала. Кого она опозорила? Ассаламу алейкум. Алхамдулилlah. Максдо, братцы. Кикас, узнаешь? Как вы тут без меня, да, начали? Я надо похвалить. Жил, смотри, всю ночь Ахмед, там сидел. написано, она опозорила меня и предала меня. Что значит опозорила и предала? Мамулька, привет, моя девочка. Привет, Элай. Люблю тебя. Проснулся? Что? Я думала, ты будешь двое суток. Я задал вопрос, дайте услышать. Там написано опозорила меня. Там написано опозорила меня и предала меня. Что значит она? Нет, не опозорила. Не, смотри. Мухаммада, нет? Изменила. Ислам истина. Настолько истина, что каждый день нас... Эле, секунду, Эле, брат, по-братски. Тут этот наш брат, а тут нету, это сунниты убежали все. Ахмед, говори, брат. В этом хадисе Абу Бакр спрашивает наш пророк: Абу Бакр, это отец Аиша. Говорит ему: чего ты ждешь от женщины, которая изменила тебе и позорила меня? Вот Абу Бакр так говорит. Да. Это история нет, где Али, это Ахмед, это помнишь историю, где они возвращались после похода, и Айша вышла под своим делам, и она вернулась на следующий день с каким-то молодым парнем на лошади, да? Вот. Для этого мы шииты не уважаем Айша, потому что она сука. Вот, все. Да, мы тоже, я говорю тоже, она шлялась, по-любому, как может всю ночь и полдня исчезнуть человек? Это же нереально, если она гулять не пошла, проститутка как-то. Давай, Ислам, брат, я должен идти сейчас. Хорошо, брат. Потом Спасибо тебе, брат. Хорошо, брат. Да, благодарю пока. тебя. Ты лучший, брат. Давай, спасибо. пожалуйста. Баракаллаху фика. Да, хабиби. Элай, знаешь этого? Смотри, Элай, брат. Элай. Ну не могу наглядеться, Луки. Такой смешной. Георгий. Так, тут запросы у нас было. Луки, а прикинь, если эта маска спадет, да, спадет и твое лицо такое бабах. Было Придется, как и все. У меня, знаешь, когда Да? у меня раньше интернет плохой был, я эфир запустил на компе, никого не было, я слетает, появляется секундами, знаешь, вот так фигня была. Да, я просто не за себя переживаю, я за них переживаю. Увидит, кто-то подойдет, потом можешь не на своих двух уйти просто, понимаешь? Поэтому... Ой, это будет кошмарно. Ты уже просто так давно по этому скучаешь, а людей просто так бить нельзя, а так будет повод. Да, руки так повод будет. Тут хотя бы, вот эту часть хотя бы нормально показывает. А тут руку заднюю, это из-за того, что фон задний стоит, не показывает полностью.
Но они специально так делают. Все же люди хотят худее смотреться. Они, наверное... Георгий, ассаламу алейкум, рахматуллахи баракату. Георгий, тебя тоже всех кафиров приветствую. Этот Локи, Дадьеша от 1106 до 1114 хадис Сахих Муслим, в котором говорится, как наш посланник Аллаха, саллаллаху вассас, сосался во время поста Рамадан, вообще представляете, месяц Рамадан, со своими женами. Прочитай от 1106. Да, ты просто пишешь слова. Посланник Аллаха целовался со своими женами во время поста, и тебе все хадисы выскакивают. Маша Аллах, блин. Сейчас. А чё, так можно было? Оказывается, можно было. А нам, знаешь, муллы что рассказывали? Если та же у тебя в голову придет со своей женой, вот просто в голову, мысленно, сразу пост портится, говорили нам. Смотрите. Я вот, тебе серьезно говорю, нам вот это втирали. Сейчас вам увеличу. Ой-ой-ой. Так. Чуть-чуть увеличь, чуть. Во, все. Все вот так. Давай. Так, 1106 хадис сообщается от Айши, сказавшей: посланник Аллаха целовал своих жен, держа саум, прикасался к ней, их коже, держа саум. Ну, пост Рамадан, имеется в виду саум, это Рамадан, пост. Но при этом он лучше всех среди вас владеет у себя эрекцией. Охренеть, блин, ни хрена себе, 11 баб жахат и столько плен рабынь жахат, короче, какая нахрен эрекция, 11 жен обойти один раз купаясь, короче, даже нахрен читай, потом комментарий, давай. Точнее, испытываю влечение к супруге, лаская ее, целуя ее. Если у нее в это время были месячные или после родовые очищения, охренеть, или же он сам находился в состоянии ихрама или постился, он никогда не совокуплялся с нею и всегда контролировал свою страсть к жене. Но он целовался, все остальное делал, только, короче, огурец не кидал, короче. Вот да дальше читай, сейчас увидишь, как Айша рассказывала взрослым мужикам, как ее пророк сосался с ней во время поста. Вот так. Сейчас поставим. Ну и гладил ее по бедрам во время месячных, а по идее нельзя тоже. Сейчас смотрим, блин, здесь переведет. От 1106 до 1114, по-моему, именно прососаться в месяц Рамадан. Блин, сейчас этот перевод действует. Сейчас вот на русский. Вот перевел. Ибн передал мне, Суфьян передал нам от Ибн Хишама, Ибн Уру, Ибн Дырки, точнее. Да, Урва это дырка на чеченском, короче. От Ибн Уру, от Ибн Дырки, от его отца, от Айши, да будет довольна ее Наташа, которая сказала: посланник Аллаха, понос ему зад и 7 огурцов, целовал одну из своих жен во время поста. Затем она смеялась. Охренеть, дальше пойдем сейчас. Так, 107. Вообще, хазна, сейчас Айша, маленький ребенок, рассказывает старым пердунам, как пророк, короче, ласкал свою жену во время поста. От Умара, Ибн Абус, это Саляма, со Салями есть этот колбаса, от него, от колбасы, что он попросил посланника Наташи, может ли исполняющий сам целовать? Посланник Аллаха ответил: спроси об этом свою мать и Нины, мою жену. Блять. Поняли, да? Охренеть, блин, это что за хват? Блин, это как описать? Дальше больше. Не, подожди, этот момент прокомментировать. Получается, Мухаммад говорит, когда у него сын спрашивает: иди у своей мамы, моей жены, спроси, как я ее во время поста жахаю, или целую, или ласкаю. Картину, охренеть. Салям. И та сообщила ему, он пошел и сказал, другим спросил, дебил тоже, что посланник Аллаха делал это, когда тот произнес: посланник Аллаха, Аллах уже поступил тебе все предыдущие
простил тебе все предыдущие и последующие грехи. На это посланник Аллаха, мир ему, благословенный, сказал. Аллаха сказал ему: да, клянусь Аллахом, я ревностнее всех среди вас, предохраняюсь от немилости Аллаха, и больше всех среди вас боюсь. Дальше 109 почитаем. Да. Аиша, жена пророка, сказала: бывало, что посланник Аллаха настигала утром в Рамадане, когда он был в джунубе, не после сновидения, и он исполнял полное обувение и держал сам. Понимаете картину? Получается, он после того, как очпилили ее, не принимая душ, держал пост. Это нормально. И нормально, у нас это вообще строго считалось. А нам что рассказывали? Нам, представляешь, пророк все это хернёй занимался, а нам муллы говорили, даже если ты мысль в голову придет со своей женой вот это сделать, твой пост портится. Вот знаешь, так нам. Вендетта, знаешь, реальный случай. У меня тут, короче, это сейчас, у меня тут один этот был, друг у нас, чеченец, короче. Он женился. Месяц Рамадан, с белого дня, он не сдержался, залез на жену, нарушил свой пост и ее пост. Клянусь, я в то время учился, короче, тут тоже дальше продолжал учиться, как бы тут в медресе тоже. Кого я учился, он как бы, у него свой университет тоже еще, как бы оттуда уже из Египта. Он тут же вещал, потому что у него тут был второй университет. И он по всем радио французским, короче, он вещал ислам, понимаешь? Я как бы, он белый, лица, короче, старик, короче, я когда ему операцию делал в больницу, говорил, все, знаешь, это шейх, имя все это не буду называть, короче, вот, я к нему позвонил, он мне звонит, такая картина случилась. Я говорю, от себя говорить не хочу. Он говорит, если даже он всю свою жизнь будет поститься, этот грех с него не стереть. Ставь картину. Он себя он мог бы стереть, говорит, за то, что он жену еще разрушил, короче, пост. И этот грех с него не стереть. Картину представляешь? А тут Мухаммад что делает? Прикинь картину. Как это, ни хрена себе, это как понять? Передают от Айши, что некий мужчина пришел к посланнику, пробку спросить у нее фетву. Она же слышала этот разговор через дверь. И вот он сказал посланнику Наташе: иногда меня застает молитва, когда я в состоянии джунуба. Держать ли мне тогда саум? Это состояние осквернения. Да, вот состояние осквернения имеется в виду. Например, если переспал и душ не принял, короче, вот. Это означает джунуба. Состояние джунуба, это есть состояние осквернения. Держать ли мне тогда саум, пост, Рамадан? Когда посланник Аллаха сказал: и меня застает молитва, когда я в состоянии джунуба, половом осквернении. Застает меня пост, когда я в половом осквернении, молитва точнее. Но я держу саум, пост, Рамадан, этот день. Тогда сказал: ты не как мы. Аллах простил тебе все предыдущие и последующие грехи. Он ответил на это: клянусь Аллахом, я надеюсь, что больше вас всех боюсь Аллаха и лучше вас знаю, как оберегаться Его милости. Дальше читаем. Который был 110, 111. Дальше есть еще 2-3. Абу Хурайра сказал, к пророку пришел некий мужчина и сказал: я погиб, о посланник Аллаха. Это мой друг, короче, я тебе клянусь, я вот это читаю. Подожди, нафиг, Он мне то же самое говорит. Он спросил: и что тебя погубило? Как я тоже спросил, понимаешь? Он ответил: я пал на свою жену в Рамадане. Да нахуй я это, говорю, реально.
Я тебе Это твой говорю, друг как раз. он Ой, я еще, не могу. самый прикол, он еще в Украину поехал воевать. А знаешь, оттуда его натянули из-за того, что он там в украинские аптеки заходил, говорил, что лекарство нужно для очкарицев и там наркоту. Эти таблетки, знаешь, осуждаю, короче, для психотропов. Короче, себе принимал лирику, не лирику, короче. Те его натянули, оружие забрали, все забрали. Медь, короче, будешь, короче, там, ну, вещи таскать. Короче, знаешь, такую картину ему сделали. И что погубило, я помню, он спросил, ты можешь изыскать средства на отпущение раба? Тот ответил, нет. Того тоже нет раба, я сам я раб, короче, является по факту. Нет, ты пропустил, Локи. Там же он сказал, что ты можешь пребывать в сауме 2 месяца подряд. Нет, вот, нет, А смотри, тот говорит, нет, смотри. Вот тот ответил, я пал на свою жену в Рамадане. Ну, шпили видели было. Он спросил, ты можешь изыскать средства отпущения раба? Ну, типа, у тебя есть раб, чтобы отпустить? Тот ответил, нет, как мой вот друг тоже нет. Он спросил, тогда ты сможешь пребывать в сауне 2 месяца подряд? Такого не было, тот, короче, по-другому запил. Тот ответил, нет. Он спросил, тогда, может быть, ты сможешь изыскать, чем накормить 60 бедняков, 60 бедняков. Тот ответил, нет. Он сказал, затем он сел, и пророку был принесен арак, корзина, в котором были финики, и он сказал, раздай это милостыню. Тот произнес, кому-то, кто беднее нас, между двумя ее лавами нет семьи испытывающих. Мать, ты видишь этот? Прочитай, пожалуйста. А то что-то у меня. Сейчас. Если надо, еще увеличу. Так, где? Тот ответил, ну, чуть-чуть увеличь, ага. Так, подвинь немножко влево. Так. Все, теперь видно так. Тот ответил, нет. Он спросил его, тогда сможешь ли ты пребывать в сауме 2 месяца подряд? Тот ответил, нет. Он сказал, тогда, может быть, ты сможешь изыскать, чем накормить 60 бедняков. Тот ответил, нет. Он сказал, затем он сел, и пророку был принесен арак, корзина, в которой были финики, и он сказал, раздай это в милостыню. Тот произнес, кому-то, кто беднее нас, между 2 ее лавками нет семьи, испытывающей в них потребности сильнее, чем мы. Он имел в виду все мединские семьи, так как Медина расположена между 2 районами лавообразной почвы. Пророк засмеялся так, что стали видны его клыки, и затем сказал, иди и накорми этим свою семью. Ну, это вообще чудо, смотрите. Мало того, что трахнул свою жену, когда нельзя было. Пришел к пророку с повинной, сказал, пророк, все, мне конец, я все, сгорел. Пророк ему говорит, а что такое случилось? Ну, тот ему рассказывает, что случилось. Пророк говорит, да, мы сейчас все это уладим. Можешь раба отпустить? Он говорит, нет у меня раба, не могу. А тогда можешь 2 месяца держать пост? Он говорит, нет. А почему нет? Потому что уже там пару дней не смог сдержаться, да, а 2 месяца для него вообще кажется кошмарным каким-то, кошмаром каким-то, чтобы сдержаться. Это вообще просто ради Аллаха 2 месяца. Нет, так подожди. Самое главное, что он даже его не наказал. Он принес корзину, сам пророк дал ему корзину с финиками. Когда он сказал, я что понесу это кому-то раздавать, если моя семья такая бедная и нету вообще в Медине беднее семьи, ну тогда пророк посмеялся и сказал, съешь это сам со своей семьей. Как вам наказание? Что клыки его были видны, посмеялся. Да, он над всеми именно прикалывался, этими дебилами, ходил, короче, хахал, одно мочой напоил, ха-ха-ха, твой желудок никогда не коснется огонь ада, представь, бы, женщину мочой напоил, смеется, бы. Кувшин, где люди пьют, этот нассал.
Знаете, что я заметила? Когда пришел шиит, было 152 зрителя, да? Когда он уходил, было на 25 меньше. А когда Буто принес еще эти хадисы свои, тогда убежало еще 15. Короче, по-моему, все вышли из ислама теперь. И слава Богу, что люди понимают это все, принимают как положено, а не просто Короче, слушают. вы вывели мусульман из ислама сегодня. Сегодня вообще детишки интересовались. Мы только начинаем. Мы до всех ушей донесем настоящего пророка PDF-файла. И медицину глотания спермой. Главное, чтобы мы донорами станем, если кому надо глотать сперму, короче, мы будем продавать. Так, сейчас, подожди, пока ты не читаешь, я вам быстренько еще один маленький хадисик прочту про красоту пророка, да. Я видел посланника Аллаха в ясную лунную ночь. На нем была красная накидка. Я стал попеременно смотреть... Я ЛГБТ наш муджахид. Подожди. Я стал попеременно смотреть на него и на луну. На него и на луну. И нашел, что он прекраснее луны. Достоверный хадис. Ой, люди, я вам говорю. Короче, я же спросила у ИИ, на какого актера похож пророк по этим описаниям. Ну и думала, скорее всего, на какого-нибудь Дэнни Девито скажут, да? Нет, знаете, кого сказали? Горилла. Леонардо Ди Каприо сказали. Я думал, на Кончиту Вурст скажет. Нет. Короче, все ИИ мусульмане. Все ИИ приняли ислам. Мусульмане осталось, что ли, я смотрю, да? И знаешь, мать Леона. Они все убежали. Убежали? Говори. И знаете, что написали? Здравствуйте, Маржолова. И знаете, что написали? Вместо того, чтобы, как мусульмане сказать, что Жин без попутал, он говорит, что у нее глюки бывают от противоречий Корана и хадису в исламе. Глюки. Ты знаешь что? Вот я же там видела, что вы меня уже позвали, что начался здесь стрим у ислама, да? А я как раз написала в ИИ какой-то вопрос там по шариату, и он стал ерунду мне нести, и я стала с ним ругаться. И я проругалась с ним 1,5 часа, и в конце концов добилась того, что он признал, что я права. Прикиньте, победила ИИ. Да, меня поэтому не пользуюсь с ним постоянно, короче, приходится с ним часами вот так спорить себе. Ну, это хорошая тренировка. Мы так попробуем в Нартиаде сделать. Что ты несешь? Че шмёрся? Но буя мусульмане. Всех приветствую, всем мира и добра. Приветствую. Приветствуем. И тебе доброго дня. Как дела? Спасибо и вам. Ислам ТВ. А почему ты так похож на этого? На Абдрахмана. Брата Шмакова. Бровь поднимает, смотри. Один в один. Красавчик Локи. Ну, ручки дурацкие тебе сделали, это вообще. Да. Это, знаешь, и ноги тоже самое, короче. Сам пугаюсь. Как скелет. Ой, какой кошмар. Вес набрала это, ты даже то, что было, убрал, короче. Ну да, они сделали вообще диспропорционально к голове. Это ИИ, короче, ты же знаешь, что он
Ну, естественно, и Ну, хорошо, что хотя бы это же видишь, даже, видно. видишь, на наушнике ушко видно даже. Угу. Ну, еще не доработали. Почему ты так сделал? Слушай, а можно сделать так, чтобы, например, какое-то животное было там тигр или кот или что-нибудь в этом духе? Или только лицо можно? Могу GPT запросить сделать Аль-Бурака или Мухаммада. Аль-Бурака, супер. Могу попросить сделать лицо Мухаммада и это лицо тут поставить. Короче, если кто будет оскорблять лицо Мухаммада. А тебе не сделает и лицо Мухаммада. Знаешь, что они отвечают?